Доброе утро, Республика! Доброе утро, Якутия! Доброе утро, наши любимые, родные телезрители! Рада приветствовать вас этим прекрасным праздничным утром на нашем любимом родном телеканале НВК Саха. Вы смотрите праздничный эфир, посвященный 55-летию якутского телевидения. Сегодня эфир веду не одна, со своим коллегой по новому дню. Прошу любить и жаловать. Мой коллега, ведущий массовых мероприятий, ныне продюсер, автор собственной передачи продвижения на НВК Саха Руслан Ачиров. Руслан, доброе утро. Доброе утро, Анна. Доброе утро, уважаемые телезрители. И хотелось бы всех поздравить с замечательным праздником, с 55-летним юбилеем якутского телевидения. Руслан, вспомни, а в каком году мы с тобой встречались в прямом эфире? Так, кажется, это был 2004 год. Ну и после этого мы также с тобой работали в одном проекте. Так, кажется, это был «Добрый вечер». Добрый вечер. Вечерний эфир. Да, вечерняя телепередача, то есть была утренняя, а потом мы работали в вечернем эфире. Сегодня упомнишь, действительно, столько лет, за 15 лет работы, столько проектов, столько передач, но с большой теплотой мы, конечно же, вспоминаем утренний эфир «Новый день», где мы, собственно, с тобой и работали. Вот, продолжая тему наших коллег, как ты обычно приветствовал нашего зрителя? Ну, у меня обычно, я всегда был, во-первых, в хорошем настроении, говорил «доброе утро». Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я всегда предлагала плыть по волне хорошего настроения. Вот и сейчас предлагаю плыть по волне хорошего настроения. И поздравляю тебя, конечно же, с этой знаменательной датой. Здорово осознавать, что мы являемся с тобой таким частью большого механизма, который называется телевидение. Ну и, конечно же, вдвойне приятно, что мы продолжаем двигаться в этом направлении, работать в этой сфере. И, кстати, Анна, я тебя сейчас редко, практически не вижу на телевидении, на телевизоре, да? То есть чем ты сейчас занимаешься? Мне намного приятнее, конечно, находиться там, да. Я сейчас действительно не работаю в кадре, я сейчас руковожу отделом рекламы и продюсирую дневной контент «Город женщин Каракистеленя». Проект смотрят, любят, чему я безмерно, конечно, рада. Ну, действительно, я тоже продюсирую свою передачу. Я думаю, что за продюсерским ТВ будущее. Ну и, кстати, многие спрашивают, где же наш коллега из новостей Леонид Шепелев? С Леонидом мы всегда на связи, благодаря, конечно, социальным сетям. Он долгое время работал на федеральном телеканале и сейчас сменил сферу деятельности, но специально к юбилейному эфиру отправил видео поздравления. 55 лет якутскому телевидению, ребят, это же очень серьезный срок. Вот для человека это же целая жизнь, 55 лет. 47 лет назад мои родители познакомились там же, в телестудии, на телестудии. Потом появился я. Совершенно случайно оказался в журналистике, и мне это понравилось. Потом исследовал эту журналистику, потом пошел дальше исследовать эту журналистику на федеральном уровне. Да? Вообще, я очень рад, что вот эти 7 лет мы работали с вами вместе. Я очень рад, что часть моей жизни, она вписана в историю этого телевидения. И я знаю, что это телевидение, оно сделало меня и мою жизнь. И то, где сейчас я, и то, что со мной сейчас происходит, это траектория, которая стартовала именно на НВК Саха. Ребят, я сейчас в Сочи живу, журналистикой не занимаюсь. Возможно, потом, а вас, друзья мои, я поздравляю с 55-летним юбилеем нашего телевидения. 55 лет для человека взрослый, возраст большой, а ведь для телевидения, для той формации, внутри которой миллион человек, кто-то работает, кто-то смотрит, ведь это ерунда. 55 лет все только начинается. Спасибо, что не забываете меня, ребят, я вас тоже помню. И я с вами вместе в этот замечательный юбилейный день. С праздником! Наше телевидение развивается благодаря вам, наши дорогие телезрители, благодаря вашим строгим требованиям и вашей любви. Ну и благодаря профессионализму наших коллег. Я с удовольствием предлагаю посмотреть сюжет о звукорежиссере с многолетним стажем Наталье Захаровне Степановой. Сегодня героиня нашего сюжета – звукорежиссер с многолетним стажем национальной вещательной компании «Саха» Наталья Степанова. Наталья Захаровна пришла на телевидение в далеком 1995 году. Тогда ей было 35 лет. Когда мне было лет 17-18, я работала уборщицей в радиокомитете на радио. Тогда была молодая совсем.
И работала уборщицей, подрабатывала. Потом я работала там костюмером. И как бы я всех почти работников знала. У меня были соседи. Я живу здесь на Октябрьской, да, и вот у меня все соседи работники телевидения были раньше. Там жил сам диктор телевидения Гурьев Игорь. Потом Поляков, который сейчас в центральном телевидении, да, в Москве. И, ну, моя свекровь тоже имела прямое отношение к телевидению. И поэтому вот... А чем черт не шутит? Пошла я на это телевидение. У меня уже было на руках 2 детей. Пришла в телевидение, меня взяла на работу, устроилась на работу помощником звукорежиссера. В то время работала Любовь Васильевна, Любовь Чащина, сильный звукорежиссер, и она меня взяла как бы в помощники. И она меня учила всем этим музыкальным навыкам. Профессия звукорежиссера очень интересная и творческая, но все-таки это сложная работа, которая требует знаний и навыков. И главным образом нужны музыкальные данные и музыкальный слух. В детстве я училась в музыкальной школе. Закончила художественное музыкальное училище. Отец у меня музыкант. Мама у меня педагог. Они педагоги у меня родители, да. И как-то у меня и к телевидению как-то ближе была я, потому что и за разговором и с отцом, и на телевидение с отцом приходила. И как-то вот это у нас, как-то это было близко для меня. «Найди работу по душе, и тебе не придется работать ни дня в своей жизни», гласит народная мудрость, с чем и согласна наша героиня. Телевидение, что для меня значит телевидение? Это для меня, конечно, второй дом. Это здесь меня окружают понимающие люди, очень добрые. Коллектив очень добрый. Но звукорежиссерский цех наш, их вообще боготворю. Ребята все отличные, все хорошие. Когда нужно, всегда помогут, подскажут. И для меня, я считаю, что я живу здесь как в раю. Хотела бы всех поздравить с таким юбилеем, 55-летием телевидения. И пожелать им, естественно, здоровья. Это самое главное, конечно. Нет здоровья, значит, и нет работы тогда. И пожелать творческих успехов, долголетия, достатка во всем, счастья в семье, чтобы все в жизни у них ладилось. И мы, в свою очередь, присоединяемся к поздравлениям Натальи Захаровны, процветания родной компании, а сотрудникам больших творческих побед. Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите праздничный эфир, посвященный 55-летию якутского телевидения. Дорогие друзья, наверное, немногие знают, что мой дедушка Степан Егорович Дадоскинов стоял у истоков передачи «Геван», проекта «Геван». И мне вдвойне приятно сегодня поговорить в эфире с теми, с кем он работал и кто продолжает его дело. Сегодня у нас в гостях редактор, режиссер и творческое объединение «Геван» Нина Егоровна Кудрина, Антонина Афанасьевна Новгородова, Наталья Дмитриевна Степанова и Нина Савична Корнилова. Доброе утро, коллеги! С праздником вас! Доброе утро! Передача «Геван» на якутском телевидении выходит уже 25 лет. И все эти годы рассказывает о жизни, быте малочисленных народов, проживающих в Якутии. Расскажите, как меняется картина жизни ваших героев? Я считаю, что с начала момента возрождения, вот конца 80-х, начала 90-х годов, прошло очень много времени, и картина, естественно, очень изменилась. По сравнению с тем, что было тогда, вот народ еще как-то не сознавал себя именно этнически народами Севера, а сейчас уже мышление очень изменилось. Люди уже сознают, что они стали именно эвенами, эвенками, юкагирами, чукчами, и в связи с этим у них уже все меняется. Здорово. Буквально вчера смотрела эфир с Натальей, да, где вы общаетесь с молодежью. Молодежь сейчас активнее стала? Молодежь очень активна. Они осознают, что только они, в их руках будущее. И если мы 25 лет тому назад говорили о возрождении, то сегодня мы уверенно говорим о развитии. То есть мы развиваемся, мы живем, мы говорим на родном языке. И молодежь у нас тоже очень активная и смелая.
Тут сидят два дорогих мне человека. Это Антонина Афанасьевна, первый руководитель и режиссер утренней программы «Новый день». Нина Савична Корнилова, которая тоже долгое время работала в утренней программе «Новый день». Вот для вас, да, когда вам поручили вот эту ответственную миссию, ездите на севера, это же совершенно другой проект, это сложные съемки. Хотелось бы услышать вас очень коротко, конечно. Ну, я уже работаю около 15 лет, и я думаю, произошли очень большие изменения в сознании малочисленных народов, да, и изменились мы, потому что мы, вот работая я 15 лет, я очень много для себя открыла. Вот, эти командировки, эти общения, конечно, они же ведь дают какой-то толчок, и в моей жизни тоже, вот лично тоже я узнала очень многое, да, и если немножко похвастаться, я могу сказать, что я научилась на оленях ездить. Здорово. Поехали в экспедицию, вот. Для меня Геван открылся абсолютно с новой стороны. В этом году нам с Наташей, нашему тандему, будет 5 лет. Вот. И это, вот, конечно, уникальная культура. Я хочу с вами сегодня поздороваться. Еттик там готури, амуча чайлылык, дарова ялбу. В этом году у нас стартовал новый проект «Родной язык», где каждый день наши телезрители могут учить языки коренных малочисленных народов Севера. То есть в понедельник это юкагирский, во вторник эвенский, в среду это долганский, в четверг эвенкийский и в пятницу мой любимый чукотский язык. Здорово. Ну, Нина Савична у нас вообще, у нее феноменальная память, вспоминает все номера телефонов всех коллег. Вот такой уникальный человек работает среди нас. Ну, у Руслана я есть хотел бы небольшой... отметить, что я не с пустыми руками сегодня пришел. Вот, это у меня один из первых сценариев дедушки, тогда это была радиопередача «Геван». Вот, на 10 страницах отпечатанной на печатной машинке. Я думаю, что будет храниться у вас. Это хранила моя семья на протяжении многих лет. И хотел бы передать вашему коллективу. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Из 55 лет 27 лет моих на телевидении. И вот когда вот такие вот сценарии мы печатали, отдавали рукописи нашим машинному да, на цеху. печатной машинке. Девушки Да. сидели и печатали. Мы им диктовали на эвенском, на юкагирском. Здорово. на И действительно, чукотском сегодня языках. знаменательный день. У нас будет открытие собственного музея, куда, и, наверное, передет этот Да, сценарий. это Спасибо реликвия, большое, дорогие телезрители. Спасибо, что смотрите нас. Еще раз с праздником, с 55-летним юбилеем якутского телевидения.